Жизнь Светланы Архипченко разделилась на до СВО и на реалии сегодняшних дней. Успешный индивидуальный предприниматель в прошлом, а сегодня руководитель общественного движения «Доброволец» Светлана Ильинична сейчас хоть ночью разбуди, может четко сказать, сколько метров ленты уходит на плетение одной маскировочной сети. Или, например, сколько километров сетей наплели волонтеры-добровольца только за июль месяц. Здесь в штабе работа кипит, не останавливается ни в выходные, ни в праздничные дни. Здесь образовался крепкий дружный костяк волонтеров, которые, как никто другой, понимают, что изготовленные ими маскировочные сети спасли, спасают и будут спасать жизни многих бойцов. 20 мая 2023 года мы открылись и назвались как «Внуки победителей», и потом нас немножко как путали название, мы перешли на «Добровольцы». Сначала мы начинали с одного филиала, это Короленко 6. На сегодняшний момент у нас 42 филиала по Якутии, и как бы в Якутске, и в районах у нас. Начинали мы со 100 сеток в месяц. Нам казалось, что мы просто там закрываем весь фронт. В данный момент мы уже плетем 6000 квадратных метров в месяц, 42 филиала, и это получается 400 сетей больших размером 3 на 5. Это получается, мы закрываем 400 позиций, 400 единиц. То есть это БТРы, танки, блиндажи. И, и также они у нас подразделяются на технику. Также у нас есть и штурмовые бригады, и снайперы, и мотострелки. Это немножко другие сети. Также мы занимаемся... У нас в данный момент 3 цеха швейных. Мы обеспечиваем ребят теплые вещи. Также отправляем гуманитарку. У нас 4 пункта по приемке гуманитарной помощи. Также продукты питания, теплые вещи, медикаменты, простые медикаменты. Также в последнее время мы перешли на тактические бейсболы и губки, определенные биты, которые нужно оказать первую помощь ребятам. У нас также в районах Чурапчинский улус у нас, Туара-Кюэль, Дыгдал у нас, Усялданский улус, Мигино-Кангаласский улус у нас там свои филиалы, Тополиный, Тампонский улус, Васильева Галина у нас полностью делала обучающий материал, и мы районы обучали. То есть нам приезжали, они самостоятельно открыли свои волонтерские движения. Это Амгаз, Зырянка и Усть-Мая. Да? И там многие еще, я уже немножко То есть мы полностью их обучили, по первое время помогали снабжать, какие ленты и так далее. И также у нас большие крупные предприятия нашего города, наши волонтеры. У нас на сегодняшний момент 500 действующих волонтеров. Работают каждый день. Это у нас крупный, допустим, НВК «Саха», первый у нас был филиал «Хаят», Социальный фонд России, все наши филиалы, потом соцработники у нас, Якут-Недра. У нас 3 филиала в Житае. В Житае также мы... И администрация Житая, и все там и предприятия довольно-таки крупные, они нам помогают. Там, у нас техникум, ДК филиал и штаб «Единой России». Там они тоже и плетут, и шьют вещи. Потом также у нас районы, я сказала, и довольно-таки крупные предприятия. Очень хорошо нам помогают спонсоры. Спонсоры у нас, последний спонсор был на Якутский научный центр. Они нам помогли на 800 тысяч. И сразу мы, конечно, на очень крупную сумму закупили материал, сети, ткани. И мы ребятам отправили электроинструменты. И также у нас Институт биологии, они нам пожертвовали свои лекарства, БАДы. И мы ребятам отправили для восстановления иммунной системы. НВК «Саха», Социальный фонд России, ребята, тоже все профсоюзы нам помогают. Также профсоюзы работников тоже нам помогли, внесли свою непосильную помощь, свой вклад. Также частные предприниматели, Прометей Сальва тоже нам очень хорошо помог, мы делали закуп. Ну и, конечно же, Житай и наши филиалы. Все филиалы нам, кто плетет, они нам всем, в принципе, помогают. А на Короленко 6 постоянно есть люди. Кто они? Это уже постоянники, которые у нас уже сплоченный коллектив.
сплоченный коллектив, который каждый день с 10 до 6 до 8 вечера. Это вторая смена, это те люди, которые приходят после работы, и там часов до 10, и в прошлом году мы до полвторого вот плели, как бы отправляем. Также мы вечерние, там остаются, допустим, волонтеры, которые помогают мне отправлять посылки. Мы же их там упаковываем полностью там и сдаем их на Орджоникидзе 10, на наши опорники до Новоазовска. То есть мы работаем и контактируем с колл-центром, с оперштабами, со всеми, да, как бы взаимодействуем там, со спасателями, которые отправляют гуманитарную помощь до Новоазовска. Это идут адресные посылки конкретно для наших бойцов. Также поступают заявки с колл-центра, также ребята, которые мы уже неоднократно помогали, и они уже с фронта пишут нам заявки, что им нужно отправить. Основная деятельность – это, конечно, маскировочные сети, плюс у нас идет швейный цех. Волонтеры – это неравнодушные люди, которые независимо от каких-то материальных, они приходят и помогают безвозмездно. Это люди с активной жизненной позицией. Но у нас сегодня 500 человек, это те, которые действуют, которые помогают. Это которые и каждый день они приходят и плетут сети. Вот с самого начала было несколько методик по плетению маскировочных сетей. Ну, во-первых, мы были вообще не подготовлены, мы не знали там, как плести, да. Мы там спрашивали. Во-первых, мы общаемся с волонтерами других городов, и мы обмениваемся опытом. Во-первых, мы сначала начинали с других сетей, да. Мы тоже там, когда я сейчас смотрю, оглядываю старые фотографии, я смотрю, боже мой, что мы там делали, да. Во-первых, сети подканевые зависят от времени года, от цветовой гаммы. И мы, допустим, нашли завод, напрямую со заводами работаем. Вот на технику мы делаем более жесткую сеть, да. Она из полипропилена, она довольно-таки жесткая, и ребята делают из нее прям ангар. Или, допустим, вот раньше мы танк делали, да, там больше 120 квадратных метров рыболовной сети уходило. Сейчас одной сетки хватает. 3 на 5 они делают мангал, натягивают ее. И когда она жестко натянута, в принципе, она у них срабатывает как антидроновая сетка. Если не, мало ли там под обстрел, как бы спасают сети. Ну, как бы самое главное, что маскировочная сеть, она, конечно, маскирует. Рыболовные сети мы тоже используем, но она немножко, как бы, дель очень дорогая, и все заводы сейчас работают как бы в таком режиме, в оборонном. И, конечно, мы ее только на мотострелкам и штурмовикам. Да, это вот. И там у них совсем другая ткань, Оксфорд. Она более, конечно, плащевка, она дольше идет в обслуживании, конечно, в эксплуатации, чем... Но сеть вообще живет от месяца до 2. Вот так все. Потом она как бы изнашивается. Это расходный материал. И, конечно, там, когда ребята, у них есть такие, как направления, Запорожская, там один цвет, ДНР другой там цвет, там еще какие-то регионы. То есть мы конкретно узнаем потребности, узнаем какой-то регион. То есть у нас здесь, вот там можно даже тоже посмотреть, там более 5-6 цветов на сезон. Из чего состоит ваш план заказ? Это зависимо от заказов, да, потому что когда нам примерно говорят, какие, допустим, мы же знаем, где сейчас горячие точки, и нам, допустим, от количества единиц, сколько нужно закрыть. Допустим, 40 сетей это примерно 600 квадратных метров, а так мы в неделю сдаем от 1000 до 2000 квадратных метров. Это, то есть, такой довольно-таки очень большой объем. И, допустим, заказ вот сегодня пришел, надо зеленые сети, да. Бывает, приходит заказ на, допустим, ДНР, там зелень с коричневым. И, зависимо от заказа. Иногда некоторые приходят, там небольшой там заказ, там 10 сетей. Это всегда такое количество есть. Вот мы там стоят у нас в коридоре, вот, да, то есть там, по-моему, 16 сетей. То есть это как бы мы пришли, а когда очень большой заказ, то, конечно, потом нас, конечно, очень выручают заречные. Допустим, чурапчинские, они там майские праздники не сидели. Они вот с 1 мая прям вышли, и 35 сетей они сделали. То есть мы это 35 сетей на 15, сколько там, 525 квадратных метров мы отправили. У нас был большой заказ с Владивостока. Ребята поехали там этими военными самолетами. И в 83-ю ДШБ все эти сети улетели. То есть, как-то так. И отрадно, что у вас есть обратная связь. Да, у нас есть обратная связь, ребята нам отчитываются, ты иногда так вот ложишься спать, и тебе приходит отчеты, получил. Но если есть возможность, ребята нам, допустим, как-то на позициях отправляют, как, допустим, они замаскировали какие-то единицы там
танк, пушку, там БТР. И, в принципе, ну, это очень приятно, когда есть обратная связь. И мы контролируем, там, мы знаем, получили какую-нибудь гуманитарку, допустим, ребята, которым мы отправляли вот инструменты, пилы и так далее, лекарства, тактически они все отписали, что не получили и так далее. У нас также, допустим, в Житае, там есть школа номер 1. И вот коллектив полностью, они закупали гуманитарную помощь, то есть такие как расходный материал. Вот это все как бы мы отправляли. И также, вот, допустим, вроде такая мелочь, как горелка, да, горелка и газовые баллоны, мы тоже вот все отправляли. Как бы ребятам это такая большая потребность. А социальный фонд у нас, они отправили более тысячи свечей. Мы, да, 1000 свечей на тот момент. Сейчас такой потребности нет. Мы помогаем. Во многих организациях есть же работники, да, и в первую очередь мы тоже как бы свои, мы должны помочь, наш волонтер, который организация, мы помогаем работникам, да, полностью обеспечиваем, стараемся обеспечивать, отправить им посылки и от родственников. И, конечно, у нас волонтеров очень много, у кого есть и мужья, внуки, дети, там, сыновья. Сегодня многие понимают, что как никогда всем важно быть одной большой дружной командой поддержки земляков в зоне СВО. Деятельность общественной организации «Доброволец» – это пример нового формата эффективного объединения усилий гражданского сообщества, волонтеров и государственных организаций для оказания адресной поддержки бойцам СВО. Подавая пример многим другим, руку помощи добровольцам протянули работники коллектива Якутского научного центра. Информация сегодня распространяется быстро. Мы век цифровых технологий и разных совершенных технологий, связанных со средствами массовой информации. И поэтому, конечно, вот мы и сотрудники наши, и коллеги наши всегда говорили о том, что надо действенную помощь оказать, чтобы скорее мы достигли победу в специальной военной операции. И вот мы узнали, что добровольцы тоже подключились в это доброе дело и обратились к нам. И мы вместе решили, что надо конкретную помощь оказать, не только вот финансово, но и каким-то изделиям, какие-то предметы необходимые, они очень нужны для воинов. И поэтому мы вместе с Объединенным профсоюзным комитетом обратились к нашим сотрудникам, коллективам институтов Федерального исследовательского центра. И народ откликнулся, и мы собрали однодневную заработную плату, все добровольно перечислили эти средства на специальный счет. И чтобы была целевая направленность, мы вот попросили добровольцев, чтобы что необходимо, что надо в первую очередь. И оказывается, вот маскировочные элементы, они очень нужны, потому что они еще и зависят от какое на сегодняшний день состояние климата. Зимой необходимы одни материалы, летом уже другие материалы, весной тем более вот переходный период необходимо специальную окраску надо подобрать. И вот вместе с ними, с добровольцами, решили, что надо вот купить ткань, чтобы потом из него сделать маскировочные и специальные такие укрывающие изделия. И потом мы не остановились на этом, и вот воины, прямо вот, которые на передовой, они получили, и они
благодарны были нам, потому что такая целевая помощь конкретная с учетом вот тех условий, которые они находятся и которые им необходимы. И ну, нам это тоже приятно, что такая помощь оказана, и оказывается оно действенное. Конечно, народ и сотрудники все хотят, чтобы поскорее мы победили, чтобы победа в скором времени была одержана, и мы намерены еще вот, ну, через некоторое время хотим возобновить этот призыв, хотим тоже вот действенную такую помощь оказать. И именно вот, ну, по конкретным изделиям, по конкретным предметам мы также намерены, будь то это там какие-то бытовые там приборы или, возможно, там техника какая-то необходима. И вот эту часть мы не прекращаем и будем продолжать еще. Мы представляем Федеральный исследовательский центр, Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Наш центр один из значимых, результативных федеральных исследовательских центров Российской академии наук. История у нас очень глубокая. В этом году мы будем отмечать 75-летие организации нашего центра. И наш центр исторически входит вот в состав Сибирского отделения Российской академии наук. Это выдающийся, имеющий мировой бренд и мировое значение научный коллектив. А в нашем федеральном исследовательском центре 7 институтов, научно-исследовательских институтов, которые выполняют государственную задачу получения фундаментальных и прикладных результатов. И научные направления у нас тоже имеют богатый, широкий спектр, начиная от изучения околоземного пространства, изучения свойств космических лучей, институты, которые связаны с особенностями нашего климата и нашего региона. Это и исследование особенностей минерально-сырьевых наших ресурсов, разработка новых материалов, технологий. Есть направления, которые связаны с аграрным направлением и биоразнообразием. Это тоже очень интересная часть наших исследований. Только вот в нашем регионе такие условия есть, и поэтому мы обращаем внимание вот на наши особенности. Ну и первый институт, который вот был создан в нашей республике, это Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Этот институт начинался как институт языка, литературы и культуры, и основал его наш выдающийся ученый и организатор, и государственный деятель Платон Алексеевич Аюнский. Волонтер – это движение, это люди, которые болеют за общее дело. Они бескорыстно вот делают, продолжают свою деятельность. И мне кажется, что вот это движение, оно вот в крови наших народов Великой России, потому что мы понимаем, какая ситуация сложная у наших соседей, у друзей. И всегда вот такие движения, они чисто морально и даже физически укрепляют, потому что делаешь добро.
и причем бескорыстно, и оно, конечно, возвращается каждому волонтеру, потому что внутренне ты крепнешь, внутренне считаешь, что это делаешь благородное дело, которое необходимо, ну, не лично для него, а для развития страны, нашей республики, в конце концов, вот, и коллектива, и можно... Также они связаны и с друзьями, и с нашими близкими людьми. Добрый день, уважаемые земляки! Мы мобилизованы из Алекнинского и Ленского районов для участия в специальной военной операции. Хотим выразить слова благодарности Ширману Григорию Владимировичу, Лебедеву Михаилу Петровичу, а также Архипченко Светлане и всем неравнодушным и причастным в оказании гуманитарной помощи. Ваш вклад очень важен для нас. Очень сильно помогает и облегчает выполнение боевых задач. Мы это очень ценим. Нам приятно осознавать, что у нас такой замечательный тыл. Спасибо вам, что не забываете про нас. Победа непременно будет за нами. С утра до позднего вечера Светлана думает об одном – откуда найти средства на закупку материалов. Ведь добровольцы не только плетут сети, но и шьют качественные всесезонные костюмы для бойцов, собирают, закупают гуманитарную помощь. Каждый привязанный к сети лоскуток женщины вкладывают особый смысл. Ведь это возможность спасти чью-то жизнь, спрятать и укрыть от врага бойца, чтобы он вернулся домой живым. Они защищают наши жизни, а мы защитим их, говорит Агафья Семеновна, которая пришла сюда одна из первых. Я пришла сюда 15 сентября 2023 года. Увидела объявление и вот решила помочь. Мы индивидуальные плели, а это вот для техники. Мы плетем. Увидите, большие размеры. Так, чтобы укрыть технику. Там, или блиндаж, или там приходят. Вот свободное время от работы, вот Аня приходит, помогает. А в основном, конечно, мы пенсионеры, которые не работают. Свободное время приходим, ну как, когда здоровье позволяет, или когда свободное время. А так почти постоянно мы приходим. Помогаю, приношу какую-то пользу вот, бойцам, да, чтобы им было легче, чтобы они сохранили жизни. Конечно, хочется, чтобы быстрее закончилась эта специальная операция. Пожелать бойцам вернуться домой живыми и здоровыми. А мы тут уж приложим все силы, чтобы все это скорее закончилось, чтобы был мир. Ну, всем здоровья, счастья, благополучия. У руководителя Светланы Ильиничны много хлопот. Она активно привлекает волонтеров, студентов, женщин, матерей, сестер, жен участников СВО. Одна из зачинателей добровольца, Галина Васильева, мастерски проводит учебу по плетению маск-сетей. Волонтеры плетут, шьют костюмы по заказам бойцов, передают готовые изделия военнослужащим. Бывает, укомплектовывают, собирают посылки и до 4-5 часов утра. Маскировочная сеть быстро изнашивается, рвется. Именно поэтому социальная значимость такой волонтерской инициативы будет оставаться актуальной и значимой во время всего периода СВО. Сейчас сети изготавливаются из материалов, закупленных на средства неравнодушных земляков. И желание всех волонтеров одно – это скорейшее окончание СВО победой. И главное, чтобы все возвратились домой живыми и здоровыми.
Я хочу, чтобы люди не проходили мимо, отнеслись как бы с этим с пониманием, принимали в этом большое участие, чтобы люди, наверное, все-таки объединились. Конечно, я хотела бы, чтобы как можно быстрее это все закончилось, и мы, волонтеры, занимались благоустройством нашего города.